Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах, саляту вассаляму аля расулиллах, альхамдулиллах. Мы с вами прошли хадис, что дуа является одним из самых лучших видов поклонения. Прошли хадис, что дуа является поклонением, одним из лучших поклонений. И говорили, как же правильно понять. Мы говорили о том, как правильно понять вот этот смысл этих слов, что дуа является лучшим поклонением, лучшим из поклонений. И вот мы с вами говорили, что превосходство деяний, поклонений, они могут меняться в зависимости, то есть по природе дел, например, совершение намаза, оно лучше, чем чтение Корана лучше, чем поминание Аллаха лучше, чем дуа и так далее. В зависимости от времени, иногда намаз лучше совершать, а иногда поминать Аллаха, иногда Коран читать лучше. В зависимости от того дела, что совершает человек. Например, когда человек внутри намаза совершает, мы с вами говорили, киям, во время кияма дуа не делается, а читается Коран. Но во время рукуга и суджуда совершать зикр, то есть слова поминания, восхваления Аллаха, дуа лучше, чем чтение Корана. Поэтому меняется. От места, где человек находится, например, мы с вами говорили про хадж, про Арафа, Муздалифа, что там нет специальных намазов, но есть специальные дуа. От состояния человека, то есть какой он человек. Если он мужчина, то для мужчины совершать намаз в мечети в 25-27 раз лучше, чем дома. А женщине, если человек, но женщина, тогда уже лучше ей совершать намаз, тот же намаз, но уже дома. Или, например, мы с вами говорили про незамужнюю девушку, что на ней в первую очередь лежит права отца, а уже после никаха эти права, они переходят кому? К мужу. Уже в первую очередь муж. Поэтому в зависимости от положения человека до никаха, после никаха, превосходства, они могут меняться. И самое последнее, ученые говорят, превосходства деяний могут различаться, меняться в зависимости от возможностей человека. И вот сегодня мы это с вами, иншаллах, завершим. Это мас'аля. И вот Всевышний Аллах, Он раззак, Он дает дающий, Он дарит нам свои блага. И Аллах так же, как Он распределяет удел своих рабов, насып, удел в пропитании, в богатстве, в имуществе, в здоровье, в детях, да? Он каждому дает по-разному. У кого-то денег больше, но детей поменьше. У кого-то детей много, но может быть здоровья поменьше. Так ведь? Или там знаний поменьше. Поэтому Аллах знает, кому сколько дать. И вот так же Аллах сам распределяет деяния людей, виды их поклонений, возможностей. И когда раб, человек приближается к Аллаху через то поклонение, через то деяние, которое ему под силу, то есть которое он совершает с легкостью, которое легче ему совершать, это лучше, чем для него пытаться сделать то, что ему не под силу. Поэтому это очень довольно-таки тонкая и очень серьезная тема. И многие братья вот здесь, поддаваясь, может быть, своему разуму, да, своим страстям даже, иногда переступают границы. То есть неправильно осуждая или оценивая состояние своих братьев. Например, какое-то дело. Вот для него совершить это дело проще простого. И даже ему не то, что проще это сделать, он радуется, когда это делает. Его сердце, машаллах, получает заряд от этого дела. И иногда он совершает это дело и хочет, чтобы все братья совершали. Но смотрит на других братьев,
И почему-то братья совершают это дело, не так, как он. У них это меньше получается, и, может быть, они не понимают это. И он начинает их осуждать. Это очень часто бывает у нас. Вот я же делаю, почему вы не делаете, да? Вот, может быть, Аллах тебе это дал. А вот этому брату, который это дело, не совершает, как ты бы это хотел, а может быть, он в чем-то другом лучше тебя. Как в спорте. Даже у спортсменов кто-то у нас быстрее всех бежит, да? Кто-то, не знаю, лучше всех бьет, наверное, кто-то лучше всех бегает, кто-то по футболу, у кого-то хоккей. Вот здесь то же самое. Аллах Тааля, машаллах, Он сам распределяет эти возможности. И даже вот влияние этих дел на каждое сердце может быть по-разному. Ученые говорят, что на кого-то, на чей-то иман, может быть, больше всего влияет тахаджуд. Да? Машаллах, он ночью встает и тахаджуд, у него иман, машаллах, обновляется, машаллах, сердце разрывается, все, хушу, машаллах, да? А для кого-то он может стоять на намазе, даже во время таравиха может так засыпать, да? Ему скучно, у него нет хушуга. Но если тех же братьев взять, оторвать от намаза и где-нибудь усадить в классе перед учителем, может быть, тот, который, машаллах, бисмилля, стоял на намазе с хушугом, может, он заснет сразу, а тот проснется. И, машаллах, у него сердце, вот это знание, то, что он на уроке сидит, может быть, на него окажет больше влияния, чем даже намаз. Поэтому вот это такая тонкая вещь. Поэтому никогда не спешите осуждать братьев за то, что они там что-то делают хуже вас. Да? И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он был мудрым, и он был милосердным к людям, и он учил каждого тому, что лучше, что ближе для него. И очень часто, когда люди приходили и спрашивали у него, например, что есть самое лучшее в исламе, да? Кому-то он говорил так. А вот другому, когда он задавал тот же вопрос, он говорил по-другому. Где-то он сказал, что самое лучшее в исламе – это когда ты обезопасишь других мусульман. То есть мусульманин тот, кто обезопасил других от своего языка и рук. Кому-то он так сказал, да? А где-то, когда в Медину пришел, он сказал, самое лучшее в исламе что? То есть он сказал, угощайте людей едой, распространяйте салям, приветствуйте друг друга и совершайте намаз, когда люди будут спать. То есть вот поэтому он по-разному отвечал и по-разному говорил. Потому что люди были какие? Они были разные. И вот одним Всевышний Аллах открывает врата ильма, знаний, машаллах. Он там талибуль илм, ученый, да? А перед другими Аллах может раскрыть двери каких-то телесных поклонений, физических, да? Например, он там, машаллах, может там 2-3 часа тахаджуд стоять. Он может там Коран почитать. Он может там, машаллах, каждый понедельник, четверг, там ночи полнолуния, он там все время пост у него. Это для него легко. И это на него больше действует. А для третьих может Аллах открыть возможность там, жертвовать на пути Аллаха. Машаллах, Аллах дает ему имущество. И он лучший среди нас именно в этом. Он больше всех дает, больше всем помогает. А кто-то просто у него, может быть, и денег не так много, да? Может быть, и на уроке он не самый первый, но, может быть, там братьям помогает, там неимущим помогает. Может быть, он там мешки таскает, да? Например, в Медине во время сахабов, когда одного из подвижников тело омывали, они же увидели мозоли вот здесь. Вот здесь. Откуда могут появиться мозоли здесь? Понятно, здесь, да? И один спросил, а что за мозоли здесь? А он говорит, ночами таскал мешки. Для кого? Для нуждающихся. Вот это было его. Аллах ему это открыл. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Вахуа аллази», и он тот, который «Джа'алякум халаифаль ард». Он тот, который сделал вас преемниками, халифами на этой земле. «Варафа'a ба'дакум фаука ба'дин дараджат».
и Он возвысил одних из вас над другими по степеням. По степеням. У кого-то здесь дараджа выше, у кого-то здесь. Поэтому и для чего все это? Лияблювакум фима атакум, дабы испытать, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Суратуль Ангам, 165 аят. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Тааля, Он мудрый, и Он знает, кому что открыть, и Он знает, кому что дать. И может быть, то, что мы разные, и у нас возможности разные, и у нас может быть направления разные, да, и в этом может быть сила, мощь, иншаллах, нашей мусульманской уммы. И вот хочу привести пример. Был такой человек, Абдуллах аль-Умари, рахимахуллах. И этот человек был, машаллах, он был абид, то есть очень много поклонялся Аллаху. Захид, аскетом, который никогда не гонялся за земными удовольствиями. Когда бы его не видели, он все время был ураза, у него пост. Он ночами напролет мог выстаивать намазы. Он все время зикр у него, то есть поминал Аллаха. И однажды Абдуллах аль-Умари написал письмо кому? Имаму Малику. Имам Малик, в этом письме он призвал его, ученого, присоединиться к нему. То есть оставь свой мадресе, там, учебу, иди ко мне. У меня лучше, да? Давай вместе будем ночами совершать тахаджуды, делать суджуды, постоянно поститься, поминать Аллаха. Мы знаем, что имам Малик – это величайший ученый исламской уммы, основатель школы маликитов, да? Одного из 4 масхабов. И на самом деле он много поминал Аллаха. То есть не думайте, что вот имам Малик, если его призвал тот габид, давай к наилучшему поклонению, не думайте, что он не поклонялся. Да, конечно, у него было много добровольных молитв. Он тоже постился, он тоже поминал Аллаха много, но очень много сил имама и времени отнимало что? Знание. Он требовал знаний, он воспитывал своих учеников. Он оставил очень много знаний, альхамдулилля, умми. И вот, когда имам Малик получил это письмо, он это прочитал и написал ему ответ. Я вот перевел его письмо имам Малика Абдулле аль-Умари. И вот имам Малик написал ему: Аллах распределил среди своих рабов их деяния, так же, как Он распределил их пропитание. Он же по-разному дал ризк: богатство, здоровье, детей, жен, да? Кому-то одного, кому-то несколько, кому-то ни одну не дал. И вот одним Аллах, имам Малик пишет, одним Аллах может открыть двери намаза, но может не открыть двери поста. Так, здесь идет о дополнительных молитвах. Понятно, да? О фарзах мы не говорим. Фарз Аллах всем открыл. Все обязаны совершать уразу в Рамазан. Здесь идет о дополнительных, навафиль. Но может не открыть двери поста. Вторым могут быть открыты двери садака. Машаллах, Аллах открыл им, Он бисмилля дает здесь, там. Но могут не открыться двери поста. То есть совершать нефль ураза может быть для него тяжело, может быть он там кушать любит, да, и так далее, и так далее. А третьим, Аллах может открыть двери джихада, и вот так, и так далее. Учить людей, распространение знаний является одним из лучших деяний, и я доволен своим уделом. Имам Малик говорит: я доволен тем, что Аллах мне дал, и думаю, тот удел, который дан мне, ничуть не хуже удела, которым одарил Аллах тебя. И я надеюсь, что мы оба находимся в благе. И вот он так ответил кому? Этому абиду, поклоняющемуся Аллаху, Абдуллах аль-Умари. Вот машаллах. Действительно, вот ученые понимали это. Имам Малик, он в области знаний сделал столько, сколько, может быть, сотни абидов не смогли сделать. Так ведь? Поэтому Аллах дал ему свое. И он, машаллах, внес в умму
в историю ислама именно через свою дверь, через то, что Аллах ему дал. И вот если Аллах тебе открыл врата дополнительных постов, и для тебя там, или, например, для тебя легко вставать ночью в 2 часа, в час ночи с постели и выстаивать там час-два киямы на намазе, да, то не надо думать, что это легко для всех наших братьев. Кто-то там у него, он любит много спать, так ведь? Поэтому, может быть, Аллах открыл для них что-то другое. И вот богатство Аллаха, Аллах Тааля разделил по-разному богатство, и дела наши также разделены. И вот иногда братьям говоришь: братья, бисмилля, хардашля, давайте вот надо организовать субботник, да, или там надо помочь там какому-то брату, да, или в мадрасе надо поработать. Машаллах, видишь, там брат самый первый с лопатой стоит. Тот же брат здесь самый первый, помогает, мешки таскает, да, машаллах. Везде первый, казалось бы. Ну, смотришь на уроки, этот брат спит. Ну, наверное, лопатой много работал, да? Вот. А кто-то наоборот. И поэтому даже рай, в раю много дверей. И как говорится в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям, есть дверь бабус саля. Это дверь намаза. И через эту дверь ангелы будут кого звать? Тех, которые больше всех совершали намаз. Лучше всех совершали намаз. Есть бабус садака, бабус зака, есть дверь, врата садака, пожертвования. И через эту дверь ангелы будут собирать тех, которые больше всех, бисмилля, они раздавали садака. Бабуль джихад. И, иншаллах, даже Абу Бакр, радиаллаху анху, спросил у посланника Аллаха: а будут ли люди, мусульмане, которых ангелы будут приглашать во все двери, потому что он был лучшим и в намазе, лучшим и с лопатой, и в джихаде, и так далее, и так далее. Посланник Аллаха как ответил? Да, будут. И иншаллах, я надеюсь, что это будешь ты. Что тебя, Абу Бакра, будут ангелы приглашать во все двери, иншаллах. Поэтому, и еще раз, это касается добровольных деяний. Потому что, например, там кому-нибудь говоришь: брат, ты 5 намазов читаешь? Нет, мне пока Аллах не открыл это. Мне Аллах другое открыл. Здесь нет такого. В фарзах мы все обязаны, и у нас нет чего? Права выбора. Все, Аллах сказал, фарзы нужно соблюдать. Поэтому здесь все это касается добровольных деяний. А чтобы узнать, уже подытоживая скажу, чтобы узнать, в какое время, в каком месте и в каком состоянии, какое дело лучше совершать, для этого нужно что? Нужно изучать сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если мусульманин, опираясь на знания, будет стараться жить по сунне пророка, для него будет легче найти, иншаллах, самое лучшее дело в его наилучшее время, иншаллах. Вот это немножко про превосходство дел. Превосходство дуа. Продолжаем. Мы с вами говорили, что дуа, мольба – это поклонение, и это душа, рухуль айбада, это душа поклонения, это мухуль айбада, это стержень поклонения, основа поклонения. И мы знаем, что именно поклонение является смыслом сотворения всех людей и джиннов. Потому что Аллах создал нас только для этого, чтобы мы поклонялись только Ему и чтобы мы рабствовали только перед Ним. И если дуа является рухуль гайбада, то есть душой поклонения, самым лучшим видом из поклонений, то значит дуа является лучшим примером претворения в жизнь смысла нашего существования. То есть если человек, машаллах, всегда его сердце, его язык занят дуа, он обращается к Аллаху, значит он претворяет смысл, претворяет в жизнь смысл нашего, причины нашего создания. И вот Всевышний Аллах. Аллах любит просящих. Аллах любит, когда рабы просят Его. Аллах любит, когда рабы взывают к Нему.
И Аллах не любит. Аллах гневается на тех высокомерных рабов, которые оставляют дуа. Почему человек оставляет дуа? Потому что он не хочет просить у Аллаха. Потому что он возгордился. Он не чувствует свою нужду, свою потребность в обращении к Аллаху, помощи Аллаха. Поэтому Аллах любит взывающих к Нему, просящих у Него, и не любит тех, которые не просят у Него. А у нас все наоборот. Так ведь? Человек один раз попросил, ладно, бисмилля. Второй раз попросил, бисмилля. Третий раз, что за наглость? Брат, ты побойся Аллаха, да? Потому что мы не любим, когда просят много. А Аллах любит больше, когда мы чаще и чаще просим Его. И вот Абу Хурайра, рады Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман лам яс'алиллаха гадиба алейхи». Кто не просит у Аллаха, Аллах гневается на него. Аллах гневается на того, который не просит у него. Субханаллах. Аллах любит дуа. Аллах любит тех, которые просят Его. И Он не любит тех, которые оставляют это поклонение. И вот это доказывает, этот хадис доказывает, что дуа является одним из самых важных обязанностей рабов перед Создателем и самых важных фарзов. Дуа – это не просто сунна. Это не просто мубах. Можешь попросить, можешь нет. Мы обязаны просить. Аллах вменил в обязанность. И вот этот дуа, этот хадис нам доказывает это. Что если Аллах не любит, когда мы не просим у Него, это показывает, что оставление этого вида поклонения, оставление является причиной гнева Всевышнего Аллаха. Дуа. Аллах Тааля, с одной стороны, Он сам обязывает нас к чему-то, и с другой стороны, сам же Аллах дает возможность совершать это. И Аллах Тааля не возлагает на рабов то, что им не под силам. Аллах призвал нас больше, чаще обращаться к Нему с мольбами. И чем чаще человек общается к Нему, мы с вами говорили, тем больше Аллах любит его. Если дуа, это поклонение, с одной стороны является одним из самых великих поклонений, то с другой стороны, обратите внимание, подумайте, машаллах, вот это милость Аллаха. Дуа является самым легким, самым доступным поклонением. Дуа, это так легко. И вот Абу Хурайра, рады Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А'аджазун наси а'аджазухум фид дуа». То есть самые бессильные, слабые, немощные из людей – это те, которые не могут найти в себе силы даже для дуа. То есть а'аджазухум фид дуа, самые бессильные в дуа. Если он не может в себе найти дуа, силы, чтобы обратиться к Аллаху, попросить у Него, да, значит, он на другое он вообще не способен. Абхалухум фиссалям. И самые, посланник Аллаха, продолжение хадиса говорит, самые скупые из людей это те, которые скупятся на салям. Ему жалко открыть рот и, машаллах, поприветствовать своего брата: брат, саляму алейкум. Ему жалко это. Это самый скупой, самый жадный из всех людей. Этот хадис сборник Ибн Хиббана. И вот слово аджаз. Посланник Аллаха сказал: аджазун наси, аджаз, аджиз, аджуз. В арабском языке означает слабость. Вот кого называют арабы аджуз? Аджузом называют таких уже старых, дряхлых стариков, старушек, которые уже не в состоянии уже даже свое тело нести. То есть вот очень старый, немощный человек, они его называют аджуз. И вот, машаллах, Аллах Тааля, чтобы рабы Его день и ночь обращались к Нему и занимались этим видом поклонения, Аллах сделал его самым легким. И только самый немощный человек, он не сможет найти силы, чтобы обратиться к Нему. Вот давайте сравним.
все познается в сравнении. Давайте возьмем, например, намаз. Намаз. Намаз – это поклонение, дуа – это поклонение. Намаз. Мы знаем, чтобы совершить намаз, нужно выполнить ряд условий. Например, без тахарата намаз недействителен. Человек, который помнит, что у него нет тахарата, если он встает на намаз, он издевается, он насмехается над великим поклонением, поэтому не дай Аллах нам совершать намаз без тахарата. Намаз без тахарата не принимается. У него нет никакой ценности перед Аллахом. Дуа. Нуждается ли это поклонение в тахарате? Нет. Ты дуа можешь делать смело как с тахаратом, как и без тахарата. Поэтому, когда некоторые братья говорят, давай, бисмилля, сделай дуа, обратись к Аллаху. Нет, у меня пока тахарата нет. Это неправильно. Отсутствие тахарата не должно быть причиной оставления этого поклонения. Бисмилля. А если бы тахарат был условием дуа, машаллах, сколько видов дуа мы бы оставили. Дуа после пробуждения от сна. Мы знаем дуа. Слова поминания Аллаха есть. А кто просыпается, у него же нет тахарата. Получается, он не сможет совершить это дуа. Человек, который заходит в туалет для справления нужды, быть может, явно у него нет тахарата. Поэтому он не сможет обратиться к Аллаху и попросить помощи, защиты Аллаха от шайтанов там внутри. Человек, который выходит, он просит у Аллаха прощения, гуфранак по сунне, он не сможет, потому что у него нет тахарата. Так ведь? То же самое. Очень много моментов, если бы дуа требовала от нас тахарата условия, то мы бы оставили много видов дуа. Намаз, не закрыв гаурат, не принимается. Мы должны закрыть гаурат. Женщина должна закрыть гаурат, закрыть волосы, закрыть вот эти все места, которые Коран нам призывает. Да? Мужчина должен закрыть. И без этого намаз не принимается. Возьмите дуа. Нет такого условия, чтобы мы перед дуа, там женщина, ой, мне надо дуа сделать, да? Быстро-быстро полоток, хиджаб. Нет такого условия. Бисмилля. Бисмилля. Мы знаем, женщины, они дома в платках не ходят. Так ведь? Там, с мужем, с детьми, возле родных. Но бисмилля. Она работает на кухне, например, там, готовит что-то, да, и просит у Аллаха, чтобы у нее там суп хороший получился, да, вкусный, или бәлиш там, да, бисмилля. Она же не может так бәлиш поставить, побежать быстро платок, гаурат закрыть. Нет. И она просто оставит дуа. И чтобы вот причины не было оставления, Аллах, машаллах, мудрый. Аллах Тааля не требует от нас, чтобы мы закрывали гаурат. И то же самое, перед сном. Перед сном человек в нижнем белье может лечь спать. Так ведь? Это нормально все. И что, он не может уже обратиться к Аллаху, потому что у него гаурат не закрыт? Или там даже перед половым актом с женой. Он же не может там, жена там, иди в платок, там, окутайся и делай дуа. Нет такого. Нет, это милость Аллаха, машаллах. Это милость Аллаха. Кибла. Пока ты не направишься в сторону киблы, у тебя намаз не примется. Это условие намаза. Но уже во время совершения этого поклонения, это просто адаб. Адаб. То есть было время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, он направлялся в сторону кибля, а было время, например, когда с минбара он обратился во время хутбы джумга, он же стоял задом кибла, спиной кибла, но он же просил у Аллаха. Во время джумга, мы знаем, во время хутбы сунна, даже если руки не поднимаем, сунна просить у Аллаха. Но это же имам же не поворачивается в сторону кибла. Поэтому не обязательно. Нет, это адаб. Лучше, если есть возможность, но не обязательно. Поэтому, например, бисмилля, мы сели в машину, едем куда-то на север, а у нас-то кибла в сторону южным направлением. Мы же не останавливаем машину, или мы не разворачиваемся, чтобы дуа ус-сафар прочитать. Нет, мы куда едем, туда направляемся и просим у Аллаха. Альхамдулилля, Аллах принимает. Поэтому вот Аллах Тааля и здесь дал нам облегчение. Время. У каждого намаза есть ограниченное время. И Аллах Тааля принимает у нас намаз только тогда, когда мы
совершаем его в свое время. Поэтому Аллах вменил в обязанность мусульман не просто пятикратный намаз, 5 намазов, а биш вакыт намаз дейбіз, татарша. 5 времен намаза. То есть время намаза – это условие принятия его. Поэтому, а здесь такого нет. Здесь такого нет. Нет ограничений. Нет. Даже во время восхода солнца, захода солнца ты можешь просить у Аллаха. Ты не должен смотреть на часы, а сколько времени я еще могу там, успею дуа сделать. Нет такого. Никаких ограничений. Бисмилля. Когда тебе захочется, проси у Аллаха, обращайся к Нему. Поэтому с тахаратом, без тахарата, без гусля. Там женщина, например, у нее послеродовая кровь, нифас, или хайз, месячные. Она не может намаз читать, но бисмилля, она может поминать Аллаха. Она может обращаться к Аллаху, пусть дуа делает. Поэтому то, что Аллах сделал этот вид поклонения самым легким и самым доступным, это показывает, что мы постоянно должны быть в этом поклонении. Поэтому человек, который не может найти себе возможность, не может там выкроить своего драгоценного времени, не может найти сил даже на это поклонение, он получается самый слабый, самый немощный человек, который не способен сделать ни одно благое дело, не может совершить ни одно поклонение. Вот это есть дуа. Также дуа меняет судьбу человека. Это тоже одно из превосходств, на которое указывает хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из ценностей дуа мы находим в хадисе пророка, который передает нам Саубан, рады Аллаху анху, что посланник Аллаха сказал: ничто не меняет предопределение, кроме мольбы. То есть только одна вещь может поменять предопределение. Это мольба, это дуа. Этот хадис мы находим в сборнике имама Ахмада ибн Маджа. И вот как это понять? Искренняя мольба раба. Когда раб Аллаха искренне обращается к нему, вот это обращение может быть причиной того, что Аллах отражает от него предопределенное для него какую-то беду, что-то плохое, что-то ненужное. То есть, когда Аллах предопределяет какую-либо беду, и Он хочет защитить его от этой беды, Он предопределяет ему дуа, то есть причину защиты от этой беды. И человек обращается к нему с дуа, и это причина, и Аллах Тааля принимает его дуа и отражает, то есть защищает его от этой беды. И в результате, по причине этой дуа, он, иншаллах, обезопасен от этой беды. Поэтому дуа, мы должны знать, что дуа является одной из самых больших причин счастья человека, благополучия его. Это причина, это большая причина. Из-за своих дуа, из-за того, что он всегда просит у Аллаха, обращается к нему, просит у него счастья, как Умар ибн Хаттаб же просил, да, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправите меня. Он же просил: о Аллах, если ты предопределил нам быть несчастными, то предопредели нам быть счастливыми. Понимаете? То есть вот дуа является причиной нашего счастья, нашего благополучия. И приверженцы некоторых заблудших в вопросах предопределения акид, вероубеждений, они утверждают, что в достижении какого-либо блага, в получении какого-либо блага, или же отражении какой-либо беды, у дуа нет никакого влияния. Здесь дуа ни при чем. Нет никакой пользы дуа в получении чего-либо или в отражении чего-либо. Потому что цель же дуа или получить что-то, или отразить. О Аллах, дай нам это, о Аллах, защити нас от этого. Даже в Коране «Ихдина сират аль-мустаким» в первой странице мы просим у Аллаха: наставь нас, веди нас по пути истины. То есть мы просим у Него,
сиротуль мустаким, а в завершении, в последней странице Корана, мы просим защиты. О Аллах, мин шарриль васвасиль ханнас, мин шарри ма халяк, да? Мы просим, чтобы Аллах отразил от нас что-то. И вот некоторые приверженцы заблудшей акиды, они говорят, что здесь нет никакого влияния дуа. Дуа не влияет на получение чего-либо и на отражение чего-либо. И когда у них спрашиваешь, а зачем тогда Аллах вменил нам в обязанность дуа? Зачем Он тогда нам сказал, делайте дуа, вакаль раббукум удгуни, и сказал ваш Господь, взывайте ко мне, и я вам отвечу. А зачем тогда дуа? Они говорят, Аллах приказал нам делать дуа как поклонение. Как просто поклонение. Бисмилля, ты дуа делаешь, тебе за это аджр будет. Ты поклоняешься к Аллаху. Но действий, влияния на твою жизнь от этого дуа тебе не будет. Конечно, это заблудшие сектанты. И тот, кто понимает смысл дуа, ценность дуа, конечно, он такие слова не будет говорить. Если бы у дуа не было никакого влияния на нашу жизнь, если бы от нашей мольбы к Аллаху, от того, что мы просим Его, от того, что мы взываем к Нему, от того, что мы просим Его помощи, да? От того, что мы просим прощения за наши грехи, много видов, да, дуа. Если нет никакой пользы, да, то Аллах не вменил бы нам в обязанность это. Поэтому, альхамдулилля, Аллах субханаху ва тааля, Он бы сказал бы, я вам все предопределил, сидите, ждите. Да? Нет, Он сказал, просите, я вам отвечу. Он еще обещал нам, что Он ответит нам. Поэтому правильно мы должны понять. Машаллах, у дуа огромная польза и огромное влияние для нашего счастья. И постоянство в дуа, когда человек живет с дуа, просыпается с дуа, ложится с дуа, машаллах, все время обращается к Аллаху, это причина милости Аллаха. Это причина, потому что мы у Аллаха просим Его милости. Это причина прощения. Магфира. Мы просим у Него прощения. Вот даже если взять, например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он просил прощения 70 раз, 90, больше 100 раз просил у Аллаха прощения. И вот он просил прощения не только за себя, он просил прощения за свою умму, за всех нас. И вот в хадисе говорится, посланник Аллаха сказал, Аллах дал мне выбор. То есть на чашу весов поставили два блага. Аллах дал мне выбор. Первый вариант. Аллах предложил мне, что моя умма окажется половиной обладателя рая. Половина всех, кто попадет в рай, будет твоя умма, умма пророка Мухаммада. Это великое благо, нет? Представьте себе, нас очень мало в истории человечества. Если у нас сравнить, в другом хадисе говорится, если сравнить мою умму с другими народами, это как волосинка на спине быка. Одна волосинка белая на черной спине быка. Представьте себе, у коровы, у быка сколько волос на спине? И вот один волосок это мы, это наша умма, умма пророка Мухаммада. И половина. Аллах предложил ему, половина всех обладателей рая будет твоя умма. Аллаху Акбар. Это милость Аллаха. И второе предложение. То есть Аллах дал ему выбор. Шафаа. Ты будешь ходатайствовать. Ты будешь просить у меня прощения в судный день за свою умму. Ты будешь заступаться за них. И что выбрал посланник Аллаха? Он выбрал шафаа. Потому что он надеется, что он будет просить у Аллаха в судный день. Он оставил дуа уль-мустаджаб. У каждого пророка Аллах дал им, каждому пророку одну мольбу, одну дуа мустаджаб, которая обязательно примется. И посланник Аллаха сказал, все пророки израсходовали это. Они все использовали это дуа. И только я оставил это дуа в судный день для своей уммы. Поэтому, когда стал выбор, выбирай, Мухаммад,
или твоя половина обладателей рая будет твоя умма, машаллах, или же ты будешь просить за них прощения в судный день. Что он выбрал? Он выбрал просить просьбу прощения. Поэтому дуа это великая причина, машаллах, причина прощения Аллаха наших грехов. Это причина наставления, сиротуль мустаким. Поэтому во время каждого ракагата мы просим. Это причина помощи, это причина пропитания и так далее, и так далее. И когда к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, приходили люди, приходили мужчины, приходили женщины и просили, чтобы посланник Аллаха сделал дуа за них, он же им не говорил: бисмилля, то, что вам Аллах предопределил, вы все равно получите. Нет, он просил для них рая. Он просил для них прощения. Когда Абу Хурайра, ради Аллаху анху, весь измучился, призывая свою мать в ислам, когда уже она злословила об Аллахе, она злословила о пророке, он прибежал в слезах и сказал: «Я Расуль Аллах, попроси наставление, сиротуль мустаким, хидая, истинного пути для моей матери». Он же не сказал: придет время предопределенное, тогда она встанет, наверное. Нет, он сказал: «Аллахумма ахди умма Абу Хурайра». О Аллах, наставь на верный путь, на путь истины мать Абу Хурайра. И Аллах наставил, машаллах. Это была причиной дуа пророка. И, альхамдулилля, Ибрахим, алейхиссалям, сделал дуа за Мекку. И в Мекку пришел баракат. До сих пор Мекка живет в баракате по причине дуа Ибрахима, алейхиссалям. И когда посланник Аллаха пришел в Медину, там не было такого бараката, как в Мекке, как сегодня, как во время уже пророка. Люди пришли к нему с первыми плодами, финиками и сказали: «Я Расуль Аллах, сделай для нас дуа за наши земли, за наши воды, за наш город». И посланник Аллаха, когда обратился к Аллаху, он же не сказал им: если Аллах предопределит вам баракат, он придет, не переживайте. Да? Он обратился к Аллаху, и он сказал: «О Аллах, твой раб, твой посланник, пророк попросил дуа за Мекку, и ты дал баракат Мекке. То вот я твой посланник, я твой любимый посланник, любимый раб. Дай баракат Медине в 2 раза больше, чем Мекке». И что Аллах же дал по причине дуа пророка. Поэтому это глупость, когда люди говорят, что то, что предопределено, оно и без этого придет. И Аллах Тааля все сделал так, что Аллах все создает, как в этой жизни, так и последующей, через причины. Через причины. Аллах создает причины. И поэтому, если Аллах предопределяет какое-либо благо своему рабу через его мольбу, то без этой мольбы это благо он ему не дает. Поэтому он получает это благо через предопределенный для него дуа, мольбу. И поэтому вот это есть тоже одно из превосходств дуа. И помимо этого есть очень много хадисов, аятов, которые, машаллах, объясняют нам, доказывают нам превосходство этого поклонения, доказывают нам, что мы все нуждаемся в этом виде поклонения, что мы не можем жить без этого поклонения. Но, иншаллах, некоторые хадисы и некоторые аяты у нас еще будут в следующих уроках. И тема нашего следующего урока – ад-дуа хаккуллахи вахда. Дуа – это право одного Создателя, Всевышнего Аллаха, и потребность, нужда людей в обращении к Нему, нужда людей в дуа. Джазакумуллаху хайран, хайран джаза. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.